Иван Викторович, у вас есть вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, вы считаете, что Можно сидя. Приравнивать акты прокурора, следователя к судебным актам – это законно? Считаем законным. Тогда скажите, пожалуйста, вы говорите, что следователь может прекращать. Тогда и вы сослались на норму закона, что если сроки давности истекли, то необходимо без исследований прекращать. Так для чего он тогда возбуждал уголовное дело и исследовал материалы, следствие, для чего они это делают, если они могли бы прекратить сразу, без исследования материалов уголовного дела? Я вас не поняла, пожалуйста. Для чего возбуждать уголовное дело, если истекли сроки исковой давности, и исследовать уголовное дело, если могли бы, согласно вашей статье, которую вы говорите, прекратить сразу? По делу обвиняемый, он обладает правом на реабилитацию. Он дальше же не стал оспаривать это, он соглашается с этим. Мне кажется, в этой части все понятно. Одно непонятно, для чего возбуждать уголовное дело было и исследовать материал дела. Факт преступления присутствует, поэтому необходимо. Она ответила на ваш вопрос. Все вопросы. Угу. У меня нет вопросов. Самат Кыштабекович, у вас есть вопрос? Уважаемый судья, есть вопрос? Вы в выражении своей позиции высказали такую мысль, что, в том числе в связи со смертью человека, уже как бы судебный приговор невозможен. Вы сказали, но в то же время вы у предыдущего выступающего представителя Верховного суда, в том числе в вашем выступлении прозвучали, да, даже в целях реабилитации, так скажем, спасения репутации человека, что да, дело может быть, в общем-то, рассмотрено судом, даже если человек умер. Вы одним из обоснований своей позиции, вы поняли, да? Вы сказали, что если человек умер, если производство невозможно в связи с истечением срока, то судебный приговор невозможен. Вы вот так сказали. Да. Понимаете? Вы вот так сказали. При этом существуют законодательные нормы, которые предусматривают случаи, при которых вообще возможно даже действующие нормы. Например, для реабилитации человека, хотя он умер, и производство, по-вашему, не должно дальше продолжаться, но тем не менее законодательство предусматривает возможность и рассмотрение его дела в суде в целях реабилитации его личности. Вы это, извините, это применительно именно к административному процессуальному или вы в целом имеете в виду? Нет, вообще вы говорили это относительно и страхования, и уголовного процессуального законодательства. И, наверное, и вы сказали, что производство невозможно. То есть получение, вы на самом деле эту мысль сказали относительно всех трех дел. Всех трех дел, потому что это касается и административного процессуального кодекса, и уголовного процессуального кодекса, и законодательства о страховании тоже касается. Что вот при таких-то обстоятельствах уголовное производство невозможно, то есть получить судебный приговор невозможен, вы при этом привели в качестве вашего аргумента. Но в то же время я вам задаю вопрос. Даже вы в своем выступлении, вот отвечая на вопрос, сказали о том, что да, если бы он захотел реабилитации, дело бы дошло и до суда, то есть приговор был бы вынесен. И до этого вы ведь понимаете, да, что существует на сегодняшний день, да, законодательный механизм продолжения уголовного производства до судебного приговора, если даже человек умер, к примеру, или если даже, скажем, в отношении человека там дело прекращено в связи с истечением сроков давности. Извините, а в чем именно вопрос? Вопрос в том, вы в качестве аргумента говорите, что при вот этих обстоятельствах, поэтому законодатель предусмотрел, что должно быть только постановление следователя и прокурора, не судебного приговора, потому что при этих обстоятельствах, если человек умер, если истекли судебные сроки привлечения к уголовной ответственности, к примеру, да, сроки давности истекли, то вы говорите, уголовное производство невозможно дальше, и получить судебный приговор невозможен. Вы можете даже зачитать свои бумаги, да, у вас там это написано. Здесь... И вы это обосновываете тем, почему необходимо при этом, да, предусмотреть постановление следователя-прокурора в качестве
вот одного из оснований. Здесь вот я вас, как я поняла, вот в запросе судьи, здесь вот самом вот закон, вот этот статья 9 закона, там просто, видите, здесь... Хорошо, я вам задам по-другому вопрос. Вы согласны, что при вот этих обстоятельствах, при которых дело может быть прекращено по нереабилитирующим основаниям, давайте возьмем в связи с истечением сроков давности и в связи, скажем, со смертью там, обвиняемого, что даже по действующему законодательству судебный приговор возможен. Вы согласны с этим или нет? Нет, не согласна. Есть акт амнистии, декриминализации. Я поддерживаю позицию своего руководства. Ясно, в общем. Хорошо, понятно. Да, вопрос задавайте. Вы в своем выступлении указали на статью 451 УПК. Не я, кажется, уважаю. Это вы, да, 451? Нет, Или это Верховный это суд, нет? да. Всё. Есть еще вопрос? Нету, да? Присаживайтесь.